Сегодня молодежь активно включается в жизнь государств. И в Абхазии, и в России есть молодые люди, готовые работать во благо двух стран. Молодые лидеры должны развиваться так, чтобы в будущем могла зайти речь о передаче им управления, отметил президент, обращаясь к участникам форума. Лидер – это не тот, который себя назвал лидером. Лидер – это тот, который за собой повел людей. Есть многие вопросы, которые должны активно решать молодые. Жизнь требует сегодня совершенно других подходов. Включение молодых в политику, создание условий для того, чтобы бизнес и молодежь были ближе бы, создание возможностей со стороны государства, оказание помощи соответствующей для того, чтобы молодые включались бы в малый и средний бизнес. Но и при этом отдача должна быть реальной, которая способствует тому, чтобы государство состоялось. Сегодня я могу с гордостью сказать, что в системе государственной власти значительное количество молодых ребят в Абхазии. Они активно работают, занимают достаточно высокие должности во власти, начиная от вице-премьеров, министра финансов. Люди, которые понимают, зачем пришли, и готовы нести ответственность за тот участок работы, за то направление, которое им поручено. Некоторое время тому назад нас признала Сирия. Сирия воюющая. Сегодня практически со всем миром. Рядом с ней только Россия. Сирия, которая была одним из важных региональных игроков в этом регионе. Сирия не испугалась в вопросах признания Абхазии и Южной Осетии. Что, к сожалению, пока не делается другими государствами. Но у нас задача стоит не таким образом, чтобы получить сегодня в одночасье признание всех государств. Для нас важно состояться самим внутри, а признание оно будет. Наши совместные усилия с МИДом России, с руководством России приводят к положительным результатам. Пусть не сиюминутным, но они будут, несомненно. Ну и хотелось бы пожелать еще раз успехов всем нам в строительстве наших государств и усиление наших взаимоотношений, ну и победы России на чемпионате мира. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова сообщила участникам форума о главных направлениях молодежной политики России и совместных проектах абхазской и российской молодежи, в частности, в сфере предпринимательства. У нас есть совместные проекты в области молодежного предпринимательства, что нас очень радует. У нас есть центр Роспредпринимателей. Мы сейчас ведем несколько совместных бизнес-инкубаторов и проектов именно в этой области. Конечно, ребята к нам приезжают на наши форумы. Сейчас у нас в России началась обширная всероссийская форумная кампания, и мы с удовольствием готовы принять ребят. И уже есть заявки у нас в нашей платформе «АИС Молодежь России». Ребята с удовольствием регистрируются. У нас идут еще совместные обучающиеся проекты. Мы обучаем как и наших региональных чиновников, субъектов Российской Федерации, так и абхазские приезжают к нам. Молодые люди с удовольствием проходят наше обучение, с удовольствием берут наши методики, и мы берем от вас что-то, между прочим. То есть у вас тоже есть очень интересные подходы, поэтому я хочу сказать вам, прежде всего вашей команде, спасибо за поддержку вот именно молодежных таких наших совместных направлений и проектов. Я уверена на 100%, что это все продолжится с удвоенной огромной силой. Спасибо вам. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике Теймураз Квиквискери рассказал об основных направлениях молодежной политики Абхазии. Он также отметил, что Российское федеральное агентство по делам молодежи охотно делится своими наработками, которые Госкомитет применяет с учетом особенностей Абхазии. В рамках сотрудничества и взаимодействия наши коллеги из Федерального агентства охотно делятся с нами опытом, как было тут уже подмечено, и методами работы с молодежью, направлены на гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи. Мы, конечно же, это все адаптируем, учитывая нашу ментальность, учитывая традиции, обычаи, и активно внедряем в нашу деятельность. Председатель Российского союза молодежи Павел Краснорудский рассказал об успешном участии делегации Республики Абхазия во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, а также о проектной деятельности организации. Он также предложил создать абхазо-российский молодежный туристический центр в целях увеличения турпотока в обе страны.
На форуме прозвучал ряд инициатив по усилению взаимодействия в сфере молодежной политики Республики Абхазия и Российской Федерации, в частности, создание молодежного парламента в Абхазии и сотрудничество с аналогичной структурой России, проведение благотворительного футбольного матча между абхазскими и российскими волонтерами и учреждение конкурса по российскому аналогу «Лидеры Абхазии». Президент поддержал предложенные инициативы, а также отметил, что они представляют собой возможности для участия молодых людей в жизнедеятельности государства.